Коми на 90% готова к отопительному сезону. И вместе с тем некоторые муниципалитеты проводят недостаточную работу в преддверии зимы. О том, что сделано, и о возможных рисках говорили накануне на заседании правительства региона. Когда же включат батареи в домах, знает Ксения Лосева. Отопительный сезон уже начался в Воркуте. На очереди Троицко-Печорск. А с 1 сентября тепло начнет поступать и в остальные муниципалитеты Коми. Сыктывкар планируют подключить до 15 сентября. На сегодня готовность к началу отопительного сезона в регионе составляет 87%. Подготовка к зиме продолжается. Бесперебойное топливообеспечение объектов – это один из приоритетов. Коми тепловая компания запланировала замену 11 котлов, замена ветхих тепловых сетей 11,5 километров в двухтрубном исчислении. Задействован период ОЗП 62 бригады рабочих и 94 единицы техники. По состоянию на 28 августа выполнены следующие мероприятия. Из 237 котельных по филиалам и управляемым предприятиям подготовлено 195 котельных. В прошлом году не все муниципалитеты смогли получить паспорта готовности. Среди отстающих были Сыктывдинский район, Вуктыл, Вайвож, Сосногорск и Нижний Одес. Определенные риски есть и в этом году. Так, например, на Одере к зиме пока подготовлена всего половина жилфонда. До сих пор не определен поставщик щепы на котельную в Междуреченске. Усть-Цилимский район готов на 69%, а в Сосногорском районе не устранены замечания по Вайвожу. Вуктыл у нас показывает самую низкую готовность к зиме, 64%. Из 5 котельных всего одна подготовлена к зиме. И очень низкая динамика подготовки замены ветхих тепловых сетей. Всего 18% выполнено от плана. Также до сих пор не запущен котел на центральной котельной в Вуктыле. В ходе заседания поднимается и вопрос по Усинскому водоводу. До конца этого года будет подготовлено технологическое решение по его дальнейшей работе. Сейчас компания «Воркутауголь» заключила 3 контракта на обследование состояния систем водоснабжения, поиск подземных источников воды в Воркуте, а также разработку экономического обоснования развития системы водоснабжения. На сегодняшний день одна из серьезнейших проблем Усинского водовода – это избыточные диаметры. Значит, на сегодняшний день Усинский водовод в среднем по году поднимает 60 тысяч кубов в сутки и 40 тысяч из них сбрасывает на рельеф. То есть Усинский водовод просто ради того, чтобы не промерзать, 2/3 объема воды, которую он поднимает, он сбрасывает на рельеф. Это, во-первых, для экологии не очень хорошо, для экономики это катастрофа. Обсуждали на заседании и перевод угольных и мазутных котельных на пеллеты. Минстрой Коми направил в Фонд развития территорий заявку на финансирование мероприятий. Ориентировочная стоимость – 1,8 миллиарда рублей. В программу вошли мероприятия по 25 котельным. Из них 18 работающих на угле, 4 объекта в Карткиросском, по 3 в Кайгородском и Сысольском районах, по 2 котельные в Выжемском, Книжпогосском и Прилузском районах и Печоре, а также 7 мазутных котельных. Этот вопрос касается, как уже сказал в своем вступительном слове, исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части модернизации действующих котельных, работающих на угле и мазуте при их переводе на биотопливо, в том числе пеллеты. Строительство новых котельных, работающих на биотопливе. Эти средства исключительно федеральные. Проектироваться непосредственно будет за счет Коми коммунальных технологий. Перевод 25 котельных с угля и мазута на пеллеты поможет экономить из республиканского бюджета до 200 миллионов рублей каждый год. К тому же такой переход позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Все мероприятия планируют завершить до конца 2024 года. Ксения Лосева, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.